10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН в Париже приняла всеобщую декларацию прав человека. В документе были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения. Открывая первую международную научно-практическую конференцию «За рождение и развитие идей о правах и свободах человека», омбудсмен Анас Кешмария отметила: согласно Конституции Абхазии, наше государство гарантирует права и свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. В первой статье декларации говорится: все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. В свете последних событий, происходящих в мире, мы видим, что множество стран, в том числе и руководство нашего стратегического партнера Российской Федерации, уделяют особое внимание вопросам защиты прав человека и взаимодействуют с институтом омбудсмена. Мы открываем нашу первую международно-практическую конференцию «За рождение и развитие идеи прав и свобод человека», приуроченную к 75-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года. Согласно действующей Конституции Республики Абхазия, наше государство гарантирует права и свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. В абхазском обществе права человека высоко ценились всегда, отметил в выступлении первый проректор АГУ Роман Бар. По его мнению, достоинство и честь человека традиционно возглавляли шкалу ценностей. Для нас это является очень важным аспектом ценности, то, чем располагает наше общество. И в этой ситуации главным моментом является возможность трансляции того, что мы имеем в виде традиционных ценностей, в современную артикуляцию, в современных представлениях о том, как должны выглядеть права человека в нашем обществе. И с этой точки зрения наша сегодняшняя встреча представляет собой очень важный аспект в дальнейшем развитии прав человека в нашей стране. Деятельность двух государственных институтов, таких как Конституционный суд и аппарат уполномоченного по правам человека, это работа, которая направлена на обеспечение и соблюдение конституционных прав человека, отметила в выступлении заместитель председателя Конституционного суда Диана Пилия. Принцип защиты прав и свобод человека, он является, как сейчас и вы говорили, Роман Саидович, как утверждено, самое главное в нашей Конституции, он является одним из основополагающих принципов нашего государства и правовых систем многих государств. Вторая глава нашей Конституции, она посвящена правам и свободам. И, конечно же, она утверждает признание и гарантии прав и свобод человека и гражданина, всех тех, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, в международных пактах об экономических, социальных, культурных правах, о гражданских и политических правах и во многих иных международно-правовых документах. Это подразумевает, что человек, каждый человек имеет свои определенные незыблемые права, которые государство обязано защищать и соблюдать. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба отметил, именно этот комитет является профильным, когда дело касается защиты прав человека. Постоянно в своей работе мы занимаемся этой тематикой. Нам есть чем гордиться. Есть проблемы, которые нам еще необходимо решить. Я в целом говорю о государстве, даже не о работе комитета. Учитывая, что это конференция научно-практическая, очень хотел бы попросить вас, Анна Руслановна, что в конце уже по итогам результаты этой конференции также были нам в комитет предоставлены, чтобы мы могли рассмотреть их через конференцию, через свои труды. Вполне возможно, многие ваши идеи будут приняты Народным собранием, и мы постараемся поучаствовать в том, чтобы их реализовать. Онлайн участников конференции поприветствовала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. После ее выступления приветственная часть завершилась и началась практическая. Первой выступила юрист аппарата уполномоченного Линда Авицба. История становления Института уполномоченного по правам человека в Абхазии достаточно продолжительна. Вот уже на протяжении почти 2 десятилетий под разными названиями этот государственный правозащитный орган действовал в структуре исполнительной власти при президенте Республики Абхазия, то есть входил в структуру администрации главы государства. Первым таким органом стала Комиссия по правам человека при президенте Республики Абхазия, созданная указом главы государства 21 марта 1997 года. В
Впоследствии 22 мая комиссия была реорганизована в Национальную комиссию по правам человека. Комиссия была вправе рекомендовать изменения в законодательство и законопроекты для приведения их в соответствие с Международным билем о правах. На практике деятельность организации сводилась к информированию исполнительной власти о состоянии прав человека в Абхазии. 15 мая 2007 года в структуре администрации президента была учреждена новая должность уполномоченного по правам человека при президенте Республики Абхазия, а также было принято соответствующее положение, регламентирующее его деятельность. Положение не позволяло уполномоченному самостоятельно выступать с предложениями о мерах по совершенствованию механизма обеспечения прав человека. Оно лишь давало право уполномоченному выносить эти предложения на рассмотрение президента. Следует отметить, что становлению действительного независимого института уполномоченного способствовала деятельность правозащитников из числа гражданского общества и депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Известный юрист и правозащитник Зураб Ачба много сделал для создания независимого института омбудсменов. Но только в 2016 году был принят действующий закон республики об уполномоченном по правам человека. Он закрепил, что институт уполномоченного является независимым и неподотчетным каким-либо органам государственной власти и должностным лицам. Закон существенно расширил компетенцию уполномоченного по правам человека в вопросах реагирования на жалобы и реализации мер по восстановлению нарушенных прав. Впервые законодательно закреплялось право уполномоченного знакомиться с материалами уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях. В соответствии с этим законом деятельность уполномоченного направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека, дополняя уже существующие средства этой защиты. Уполномоченный рассматривает жалобы как граждан Республики Абхазия, так и иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Абхазия. Следует подчеркнуть, что решение омбудсмена, принятое по итогам рассмотрения конкретной жалобы человека, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Следовательно, соответствующие органы и должностные лица не могут быть привлечены к ответственности за его неисполнение. В этом, на наш взгляд, состоит недоработка законодателя. Таким образом, можно прийти к выводу, что во многом эффективность нашей работы зависит от своевременного реагирования органов государственной власти и принятия во внимание заключений и рекомендаций уполномоченного. Поэтому хотелось бы рассчитывать на плодотворное сотрудничество в правозащитной сфере со всеми государственными институтами. Ведь первичной нашей целью как демократического государства является защита прав и свобод человека вне зависимости от его гражданской принадлежности. Далее с докладами выступили омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин и студенты АГУ. Алан Джугелия, Николай Толмачев, Лука Курсая, Алмаз Авицба и Рафида Ануа. Как отметил абхазский омбудсмен Анас Кишмария, все доклады будут включены в бюллетень конференции. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.